Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час мы абмяркоўваем і выслухваем аналітыку і меркаванне ад эксперткі па міжнароднай палітыцы Розы Турарбекавай. Добрый дзень, спадарыня Роза. Добрый дзень, спадар Зміцер. Спадарня Роза, у нас шмат, безумоўна, і міжнародных і таких наших беларускіх навінаў і падзеяў, якія хацелася б абмеркаваць, але я вельмі быў уражаны той дыскусіяй, якую на палях канферэнцыі «Новая Беларусь» вы ладзілі сумесна з Міколам Дзядком, і я ведаю, што вы таксама пад пэўным уражаннем ад вынікаў гэтай дыскусіі, ад рэакцыі на тэзісы, якія гучалі ад вас і ад Дзядка з зала вы атрымлівалі, і таму я хацеў бы вярнуцца хай не на працяглы час, але да гэтай дыскусіі і яе высноваў. Дыскусія, я нагадаю, была на тэму пакарання. Як яна гучала? Пакараць нельга прабачыць, так здаецца? Дзе паставіць коску? Так, дзе паставіць коску ў гэтым слове. Ну і спадарыня Роза была, як яна сказала, адвакатам д'ябла, выступала з пазіцыі прабачыць, хаця некалькі разоў так досыць упарта вы зазначылі, што гэта не ваша асабістая пазіцыя, што вы вот, ну, как бы ролю такую адыгрываеце адваката д'ябла. Я часам таксама тут у эфіры стаю на пазіцыі вот адваката д'ябла, але якая все ж таки ваша пазіцыя? Дзе вы ставіце коску? Вот зараз у нас не дыскусія, тут не трэба ўжо как бы граць ролю, а што насамрэч? Ну, насамрэч, гэта дыскусія нам прадэманстравала тое, што вось радыкалізацыя, у якую мы все апынуліся, маю на ўвазе беларуская супольнасць, тыя траўмы, якія мы атрымалі ў 20-м і пазней, я маю на ўвазе рэпрэсіі, яны паўплывалі ўсё ж такі на наш псіхалагічны і ментальны стан. І нават тады, калі мы усе з вами гаворым пра тое, што беларуская нацыя, яна мірная, яна такая вось талерантная і гэтак далей, гэта дыскусія паказала, што не ўсё грамадства будзе талерантным, і оно зараз ужо не талерантнае. Это па-першае. Па-другое, наконт маей пазіцыі. Моя пазіцыя, яна такая прамежковая паміж вось тымі радыкальнымі, як бы, да, этими межамі, я маю на ўвазе, ці забыцца, я ж пераманавала эту панель насамрэч, ці забыць, ці ўсё ж таки пакараць. І моя пазіцыя прамежковая, тому што я бачу ну, як бы шэраг абмежаванняў, як мы можам рэалізаваць сваё імкненне да справядлівасці. І гэтае абмежаванне трэба абмяркоўваць, таму, каб не здарылась вот эта вот нечаканасць пасля таго, як бы можа прыйсці да ўлады, напрыклад, дэмакратычны ўрад. Таму што прыход да ўлады дэмакратычнага ўраду не дае 100% як бы адказ на вось тое, што трэба рабіць у гэтым сэнсе таксама, у гэтым напрамку. Канешне, я разумею пазіцыю таго, што трэба пакараць, трэба па закону, трэба вось дабівацца справядлівасці і гэтак далей. Я таксама хачу справядлівасці для ўсіх, для палітзняволеных, для тых, хто бежаў, тых, хто страціў, напрыклад, маёмасць, тых, хто не змог паехаць на пахаванне сваіх бацькоў, напрыклад. Это ўсё накапліваецца, вось гэта, ведаеце, гэтай негатыўныя эмоцыі, яны накапліваюцца, і людзі, яны маюць права быць злымі. Быць злымі – гэта адно, быць помслівымі – это іншае. Ведаеце, палітычны працэс – это складаны працэс, і мы думаем, што вось будзе все так ідэальна, і все будуць наказаны па справядлівасці, а насамрэч будзе адбывацца таксама і помста. І вось гэтага таксама, это таксама хвалюе і той бок.
І ён заўсёды на это спасылаецца, што вось мы прыйдём і ўсіх тут чуть не паперевешаем. Ведаеце, они это карыстаюцца такімі аргументамі, вы ведаеце гэта. І таму нам патрэбна паказаць, што это не зусім не так, што мы там той бок, які не будзе руководствоваться вось гэтай помстай. Это па-першае, па-другое, конечно, трэба ўсё ж таки разумець, што калі адбудзецца ўсё-таки пакаранне, то яно будет крок за кроком, а яно не будет аднаразовае. Адначасова мы не зможам пазбавіцца ад усіх, адначасова мы не зможам усіх пакараць. І усіх это кого? Я тому что про это и говорила. Я сваю пазіцыю як бы излагала таким чынам, каб люди над гэтым ўсё ж таки думали. Не просто, что наши негативные эмоции, наше жадание справедливости, наше жадание покарания, чтобы мы выключно руководствовались гэтым. Мы таксама павінны зразумець, што ёсць значная частка беларускага народа, які быў па той бок. Это па-першае, а былі такія, якія вось як это там невольныя соудзельнікі рэпрэсій, іх таксама зацягивали. Ведаеце, это же наўмысна было зроблена так, каб усіх замараць, так? І таму я зрабіла вось такі для себе, приняла для себя такое вельмі складанае рашэнне, узять на себя роль адвоката дьявола. І гэта дыскусія показала насамрэч, наколькі радыкальна ёсць радыкальная частка і сярод наших людзей. І вось апошні, там, я не памятаю, не ведаю, вы ведалі, бачылі ці не, калі я говорила про вось гэты 5000 прадпрыемстваў, якія працуюць зараз на вайну маю на увазе на расійскую армію, што ўсіх будзем караць, усіх, хто працуе у гэтых 5000 прадпрыемств, і аўдыторыя вось гэтым разе, вось выніку гэтых дэбатаў крычала «да». И вот это меня вельми напугало. Ну, я напугалась. Я напугалась, потому что это мне напоминает требования репрессий в ответ на репрессии. Раз. Второе, мне это напоминает большевистские дела. То есть месть за то, что было до, превратилась в то, что та же система царских тюрем, каторги и так далее, она была перетрансформирована в ГУЛАГ. А я про это хорошо знаю, потому что вот в частности у моего супруга и у моих детей предок был на каторге. И мне не надо рассказывать, что было до революции. До революции было все ужасно, так же практически, как и в ГУЛАГе, только масштаб был, может быть, чуть меньше. Вот, потому что все-таки система была более или менее стабильной, плохо управляемой. Они не навязывали новый режим, но они хотели закрепить старый режим, и поэтому репрессии в Российской империи, особенно против национальных меньшинств, она была просто чудовищной. Одной из главных жертв преследования были евреи, конечно, поляки. Вот, и там, если смотреть статистику дореволюционную, кто был наиболее потерпевшими, да, кто были там лидеры среди политкаторжан, это были латыши, это были евреи, это были поляки, украинцы. Вот, это как раз-таки те, которые пытались бороться против Российской империи за права своих наций, и те, которые в большей степени потерпели. Система наказаний и система пыток в России, на российской каторге была не менее жестока, чем потом позже в ГУЛАГе. В ГУЛАГе просто там масштабы были еще больше, потому что велась война не с нацменьшинствами, а война шла против классов. То есть это гораздо более широкий, да, охват с точки зрения социальной. Вот, поэтому то, что я услышала, меня напугало. Напугало, и я хочу сказать, что у этой дискуссии есть 4 аспекта. Очень важно их все обсуждать. Политический аспект, то есть как мы будем строить свободную Беларусь, демократическое национальное государство. Второй аспект этический,
Этический аспект очень важен, с моей точки зрения. Вот это как по вопросу о прощении, о том, чтобы с моральной точки зрения это было проработано, чтобы больше этого не повторялось. Но самое главное, чтобы не творились самосуды. Третий момент – это, конечно, правовой. Как это надо оформлять с правовой точки зрения? Не сразу большевистским ударом, шашкой направо-налево, а по какому закону? Понимаете, тут же еще вопрос, на основаниях какого законодательства будут они преследоваться, чтобы у людей в голове была не каша, не прекрасная картинка какая-то, которую они сами себе придумали, да, а чтобы они реально осознавали в реальных условиях, как это может происходить. Но самое главное – это исторический аспект. Месть в ответ на репрессии порождает только репрессии. Это исторически должно быть проработано таким образом, чтобы это действительно не повторялось. И вот этот миф относительно того, что белорусы толерантная нация, не исключает того, что могут быть очень серьезные перекосы. По крайней мере, определенно радикально настроенная часть общества может требовать как раз именно более жестоких наказаний. Помните, там были некоторые замечания относительно там виселиц? Не будем далёка хадзіць, спадарыня Роза. Вот каментарый адразу вам наўздагон. Спачатку ўверх нагамі подвесім Лукашенко, а потым будем разбираться з астатнімі. Ну вот. Але ради этого бороться за свободную демократическую Беларусь под вопросительным знаком. Для меня это большой вопрос. Ради того, чтобы увидеть, как Лукашенко висит вверх нога. Я не ради этого страдаю и борюсь. Я борюсь за то, чтобы наша страна стала по-настоящему свободной, демократической, где царит закон. Вопрос, какой закон? Вот тут вот этот правовой аспект, конечно, вот этой транзитивной юрисдикции очень важен. Но это должны профессионалы решать. Плюс, конечно, это должно быть общественное обсуждение. И, конечно же, политическое соглашение, договор между всеми политическими группами. Поэтому мы с Дитком постоянно приводили исторические примеры, да, того, как это было в реальности, например, там, в Испании, там, в Албании, в ЮАР там, и так далее и тому подобное. Потому что одно дело наши с вами фантазии относительно того, что мы хотим сделать, совсем другое дело то, что будет в реальности. А в реальной Беларуси на сегодняшний день, да, ну представьте себе это. Але спадарыня Роза, это очень важный момент. Да, але мы зараз трапляем у нейкае такое замкненае кола. С аднаго боку, калі мы кажам зараз ужо, і прычым так вот досыць рэзка про том, что неабходна люстрацыя, неабходна пакаранне, ну, рознай ступені, безумоўна. Адное для тых, у каго руки ў крыві, другое для тых, у каго не ў крыві, але таксама спрычыніліся да арганізацыі гэтых пераследаў, злачынстваў, ўсяго астатняга, ну і далей по ступенях. Але калі мы про это говорим сёння, что пакаранне будзе і будзе абавязкова, тыя людзі, якія там, тым больш наслухаўшыся прапаганду, про якую вы ўзгадалі ад самага пачатку, будуць думаць: я, конечно, нічога не зрабіў, у мяне руки не ў крыві, але што яны там прыдумаюць, куды яны мяне прыпішуць, да якой катэгорыі, да якога пакарання прыцягнуць, а мне гэта трэба, буду трымацца за тое, што ёсць, каб гэтыя не прыйшлі. Калі мы будем змягчаць сваю рыторыку, ну, не мы з вами, ну, не я асабіста, а вот тыя, хто там прымае рашэнне, палітыкі, актывісты, то калі змягчаць, то якія настроі вы самі адзначылі, былі ў зале і не толькі ў зале, тут в каментарах нам скажуць: вы здрадзілі таму, за што мы змагаемся, мы хочам, каб пакаранне панеслі тыя за ўсё тое, што мы пражылі, перацярпелі і працягваем цярпець. І атрымліваецца, как бы, што? Тады ввогуле не падымаць гэтую тэму, каб раскола грамадства і раскола грамадства ўнутры грамадства, там, унутры дыаспары яшчэ не паспараджаць новага, ці як? Я думаю, что на первом месте это просвещение все-таки. Потому что я думаю, что такого рода заявления делаются людьми крайне невежественными. Они невежественны с точки зрения истории, они невежественны с точки зрения политологии, я имею в виду, они не понимают, какие последствия могут быть у этого для наций. Отчасти я пыталась про это сказать во время дискуссии с Дитком, в частности, про раскол в обществе, про угрозу внешнюю. Обязательно внешние игроки, особенно такие, как Российская Федерация, воспользуются этим. Обязательно. Поэтому сохранить единство нации
в этих условиях. Это просто приоритет абсолютный, с моей точки зрения. И это первое. Второе, я не призываю вообще простить и забыть все преступления, но делать это постепенно, рассудительно и по закону. А для этого надо менять законодательство еще. Потому что такого законодательства сейчас нет. Или их судить по их же законодательству, ну тогда да. Тогда вот это вот там подвесить там и прочее. Это, во-первых. Во-вторых, вы думаете, что они будут сидеть и ничего не делать молча? Вы представляете себе КГБ, если их там объявить об их распуске, вы думаете, они смирятся? Это же еще и внутренняя угроза серьезная. Поэтому надо расставить таким образом приоритеты, надо учесть опыт наших соседей, таких как Польша, да, например, как Чехия, где-то мягче, где-то жестче варианты. А очевидно, надо подумать о том, в каком состоянии общество-то, собственно говоря, будет на тот момент. И только таким образом двигаться, а не так вот с шашкой наголо, слушайте, хватит уже 17-й год там, по третьему кругу, да, делать. Вы же знаете, каковы последствия. На насилие отвечать насилием, и это кончится в конечном итоге еще более масштабным насилием. Еще неизвестно, в какую сторону это повернется. А наши соседи, недоброжелательные, в первую очередь, я имею в виду Российскую, конечно, Федерацию, они обязательно этим воспользуются. Обязательно. Обязательно. Поэтому надо трезво, спокойно и объективно оценить ситуацию. Насчет поднимать, не поднимать дискуссию, ну, такие вот, видите, такой тест мы сделали, и это первый тест нам что показал. Вот. Надо проводить просветительскую работу, надо говорить об этом с точки зрения истории, с точки зрения права, вот, выступать с публичными лекциями, рассказывать о том, какие есть в истории случаи, и так далее и тому подобное. И таким образом, я думаю, что в конечном итоге общество может быть подготовленным. Это вы правильно заметили, мы можем просто напугать такой радикальной риторикой людей в стране. Можем напугать всерьез, уже не говоря о том, как они сядут за круглый стол. Увидев такое настроение, как они могут сесть за круглый стол? Конечно же, они будут требовать для себя гарантий. И придется давать гарантии безопасности, иначе они не будут сидеть за круглым столом и вести переговоры. К сожалению, политика — это искусство возможного, а не невозможного, а не желаемого. Вот. Давайте, спадарня Роза, вельмі важная тэма. Я думаю, што яна будзе працягвацца дыскутавацца і надалей і абмяркоўвацца. Можа, калі-небудзь мы тут экспертны круглы стол з гэтай нагоды зладзім. Давайте яшчэ некалькі тэмаў, таксама можа быць у звязку з той же самой канферэнцыі, але тэмы, якія там падымаліся. Ваше меркаванне. Шмат чулі пра акно магчымасцяў. Цікавую думку я пачуў, што акно магчымасцяў, а гэта найперш звязваюць з тым ці іншым выглядзе перамогай Украіны над Расіяй. Ну, безумоўна, там размова не ідзе пра тое, што як там марыцца, Крэмль будзе разрушаны, ўсё жоўта-блакітны сцяг над Масквой лунае, не гэтага не будзе. Але некае замірэнне, некая параза там ўсё ж таки России, яна нібыта открывае акно магчымасцяў для дымсіл. Але я пачуў такую думку, але і для Лукашэнкі таксама. Як вы думаете? Для России таксама. И для Москвы это таксама окно магчымасці. Потому что коли они высвобождаются от этой войны с Украиной, да, ресурсы перестают туда идти, на это, они могут переключиться на Беларусь. Почему мы думаем, что окно магчымасці оно только и выключно для белорусских демократычных сил? Не, окно магчымасці оно для ўсіх внешних игроков. Ну и так само для Лукашенко. Вы так само это отзначили, что для Лукашенко это может так само быть. А я в огуле говорила про то, что может так статься, что окно магчымасці не откроется в огуле. Нават калі скончится война. Да. Потому что, поглядите, я об этом Павлу Ватушко говорила, про то, что пока тут вот изоляция, там санкции адносно Лукашенко, адносно Белоруссии приймаюцца, и так само ёсць транспортная изоляция, и так далее. И нават вось тое, что робіцца з американцами зараз, вытягивание политзняволеных,
Это все адбываецца, но галоўнае, на што мы павінны зрабіць увагу, это тое, што Лукашенко зараз перастраивает сістэму из аўтарытарнай у таталітарную, он яе укрепляет. Калі вось я чую про тое, што вось он слаб как никогда. Вы что? Вы правда не видите, что происходит? Он нас всех выкинул из страны. Он зачистил полностью поле политическое. Правовое поле он меняет. Сейчас, в общем, как это является обычным явлением, там проверка телефонов, там слежка в школах за детьми следят, там прокуратура смотрит за тем, что происходит в школе, милитаризация идет, да, как бы граница фактически на замке находится. Каждый день принимаются ужесточающие законы, каждый день государство лезет, извините меня, уже чуть не ли в постель гражданам. А вы всерьез видите во всем этом его ослабление? Это мне кажется, что это какой-то самообман постоянный. И у меня постоянно возникает вопрос, когда речь идет о транзите, которого еще нет, и его не наблюдается. Когда последний раз Лукашенко говорил о том, что он собирается передать кому-то власть? По-моему, последний раз он говорил про то, что он все еще будет. Да нет никаких признаков. Последний раз мы с Чалым поспорили перед 26-м годом. Ну, я надеюсь, что уже как бы эта дискуссия закрывается. Нет, хватит уже тратить время на ерунду. А то, что на сегодняшний день Лукашенко укрепил свою власть с помощью вот этого тоталитарного или полутоталитарного государства, это очевидно. И тогда, когда закончится война, совершенно не очевидно, что произойдут какие-то сдвиги, изменения. То, что Россия ослабнет, это одно, а то, что лукашенковская власть над Беларусью ослабнет, это все-таки другое. Павел Павлович соединяет эти вещи, но с моей точки зрения эти аргументы носят такой не очень сильный характер. Меня это не убеждает. Меня это не убеждает. Ослабление основного спонсора не означает, что на следующий день режим рухнет. Люди могут жить бедно бесконечно долго, и ссылаясь на опыт Северной Кореи и Кубы, я могу сказать это. Будут терпеть из-за страха. Будут бежать, да, будут терпеть из-за страха. Вот. А почему мы это... Я все время обращаю внимание наших уважаемых политиков на негативные сценарии. Это мой долг как эксперта. Их, конечно, долг как политиков давать людям надежду. Но эта надежда не должна быть прям уж беспочвенной. Во-первых. Во-вторых, они все-таки, с моей точки зрения, должны задумываться над негативными сценариями. И мои вопросы и к Светлане Тихановской, и к Павлу Латушко были именно исходя из этих соображений. Не желание их там в чем-то зацепить, уязвить там, и так далее. Я им объясняла это. Это нормальная позиция эксперта. Он должен продумывать все сценарии, включая негативные. Ну да, тут сапраўды вельмі шмат негатыўных, ну скажем так, намёкаў на тое, што сцэнары могуць быць нават больш негатыўныя, чым мы сабе зараз іх прадумваем і прапісваем. Я хацеў бы закрануць, да як у працяг нібыта вот гэтай тэмы как бы перамогі, не перамогі, акна магчымасцяў, не акна магчымасцяў, але я звярну увагу на вось такі момант, я думаю, вы таксама, што туннелі пад мяжой беларуска там іншай вот знаходзілі под літоўскімі больш за ўсё, колькі там 13 ці 14 туннеляў ужо знайшлі, под польскімі, зараз знайшлі под латвійскай мяжой такі вось туннель. То бок лукашэнкаўскі рэжым, не будзем казаць там Лукашенко асабіста, не асабіста, но вот рэжым з таго боку працягвае эскаліраваць і напружваць сваіх суседзяў еўрапейскіх. І для чаго гэта робіцца? Вот што гэта азначае? Да чаго гэта можа прывесці? Это его вклад в соучастие в войне. Это его вклад в соучастие в войне. Я так понимаю, это часть того договора, который существует между ним и Путиным. А Лукашенко не может напрямую участвовать в войне против Украины, зато он может отвлекать внимание европейских союзников Украины, в частности, таким способом. И я думаю, это абсолютный заказ Москвы. И он выполняет этот заказ, потому что вы понимаете степень его зависимости от Москвы колоссальную.
Вот. Так что я думаю, что это результат фактически договорника между ним и Путиным. Потому что рационально, с точки зрения белорусских национальных интересов, объяснить это невозможно. Ну, просто невозможно. Ты хочешь открыть себе окно в Европу, вот для него это вот окно махчимости, это вот открыть окно в Европу, да, начать снова вывозить калий через Клайпеду, в этом он заинтересован кровно, снова вывозить нефтепродукты на европейский рынок, в этом он заинтересован кровно, но он не может, потому что у него есть обязательства перед Москвой. Он хотел бы с помощью американцев открыть себе это окно махчимости. Вот. Но он, конечно, хочет, но одновременно он сам себе вроде как шкодит, да, я имею в виду вот путем вот этих вот миграционных атак. А это часть его обязательств перед Путиным. Ну вот так вот он у него, вот его шпагат таков. Я не один раз таксама вось гэтае здзіўленне такімі дзеяннямі Мінска выказваў в эфиры, і вам відаць таксама не один раз. Я нечаканы адказ на гэтае сваё здзіўленне пачуў вось буквально у панядзелак. У нас была размова с Андреем Казакевичем, і ён сказаў так: ні на якія паслабленні, ні на якія дамоўленасці, ні на якія зняцці санкцыі там ці яшчэ што-небудзь Еўрапейскі Саюз до заканчэння войны с Лукашенком не пойдзе. Лукашенко гэта разумее, і таму да, ён хоча, каб і санкцыі здымаліся, і транзіт пайшоў, але ён разумее, што пакуль вайна не скончылася, Еўросаюз не пойдзе ні на якія скасаванні і пацяпленні. Ну і таму робіць вот гэта, так што как бы одна рука гаворыць это. Да. Он играет в русскую игру в данном случае. В данном случае он играет на поле российском. Это понятно. Зато за это, скорее всего, он получает что-то другое. Ну, заказы. 5000 предприятий работает на ВПК России. Вернее, наш фактически уже ВПК теперь работает на российскую армию. Вот. И это существенный поток как бы, ну, бенефита. Я не знаю, там, прибыли и так далее и тому подобное. То есть за счет чего белорусская промышленность сегодня и живет. Вот. Это надо отрабатывать, вот он отрабатывает. Гэтая пазіцыя Лукашэнкі, якая ўвесь час усе гады дзесяцігоддзі спрацоўвала, што мы тут будзем трымацца, мы будзем ні кроку назад, захад нас не нахіліць, і пройдзе пэўны час, і захад сам прыйдзе до нас з нейкімі прапановамі і пойдзе на паслабленні. І яна працавала, гэта тактыка, мы памятаем і пасля выбараў 6-го года, і пасля 10-го года, все это працавала. У 2020 годзе не спрацавала, тым больш што вайна пачалася, гэта дадало такога, і атрымліваецца, што гэта вайна, яна как бы, ну, карыстаючыся выразамі Лукашэнкі, не дазваляе яму нахіліць ЕС вот у этой такой звычнай традыцыі, таму што ну вот ЕС то таксама стаў пазіцыю. Но его разлік на той, што да ўлады у ЕС прыйдуць палітычныя групы, якія пайдуць на лёгкі кампраміс з ім. Я маю на ўвазе, напрыклад, у Германії АДГ. Ведаеце, я таксама разумею, што он чуе і слухае тое, што гаворыць Путін. А вось зусім недавно я бачыла і чула тое, што гаварыў Макфол. Вы ведаеце, это американскі амбасадар, які доўгі час працаваў у Москве. І вось ён гаворыў пра тое, што пра сваю размову перад вайной, задолго до вайны ўсё ж таки это адбывалася, з Шуваловым. Калі вы памятаеце, быў такой расійскі палітычны і государственны дзяржаўны дзеяч. І вось гэты Шувалов казаў ему, што вы, американцы, Украінай, будете цікавіцеся вельмі коротко. А для нас Украина – это долготерминовый интерес. Тому вы уйдете, а мы тут застанемся и своего добьемся. И я так меркую, что ну, примерно то же самое може Путин говорить Лукашенко, и Лукашенко так само, користаючись своим особистым політичним
вопытам, ён таксама мяркуе, што ну прыйдзе час, і эта Еўропа, там усе ўрады памяняюцца, улады памяняюцца, і будзе час, калі вось акно магчымасцей адчыніцца. Вось для яго гэта акно магчымасцей у будучыні таксама. І вось я мяркую, што ён як бы, ну, вот он руководствуецца такімі соображениями. З другого боку, конечно, для яго сітуацыя зараз не вельмі, я маю на увазе знешняя, не вельмі добрая, таму што паміж незразумела, чым закончыцца эта вайна, Украіна аказалась зубамі, вось, яна дае асіметрычны адказ, і асіметрычны адказ з боку Украіны адносна Расіі это адно, а, напрыклад, украінскі адказ на выклікі з боку Беларусі это зусім іншае. Ён пра это таксама разумее, што Украіна можа ім как бы скарыстацца яго слабіной такой, вось, і ён можа это таксама патрапіць у такую пастку. Таму як бы для яго таксама зараз не вельмі добрыя часы, таму што знешні вось контур ён працуе супраць яго. Но і это па-першае, па-другое, конечно, тое, што зараз Расія, зараз Москва, яна ў такім не самым лепшым стане. І это таксама перед ним ставіць пытанне, а наколькі Москва захоча як бы абараняць яго, напрыклад, і так далей. Ну, шмат пытанняў, но стратегія яго такая, якая і была, вось тое, што он разлічвае на тое, што будзе час і акно магчымасці адчыніцца на еўрапейскім напрамку. Я упэўнена у гэтым. Упэўнена. Таму што я чую некаторыя адгалоскі вось экспертных такіх размоў паміж западнымі экспертамі і беларускімі праўладнымі, не ведаю сказать, экспертами или кто они там. И они буквально проговаривают вот эту позицию, что время будет работать на нас, к власти в Европе придут те, которые с нами будут договариваться. Поэтому никаких уступок мы сейчас с вами не будем делать, там, права человека, еще что-то нет. Это мы говорим, что Европа не идет не снимает санкции, не идет на диалог с Лукашенко. Но с той стороны тоже такая же позиция. Это называется, позиционные такие торги. Позиционный торг, как правило, не заканчивается переговорами нормальными. Поэтому сейчас у них позиционный торг, и все. На этом пока все. Ну і вялікі разлік на тое, што яшчэ і па выніку это акна магчымасцяў змены пазіцыі Еўропы яшчэ і сядуць за стол перамоваў па Украіне. Так, это на першым плане для Еўропы. Беларусь на другім. Ну, я маю на увазе у Мінска спадзевы, што яны сядуць за стол перамоваў гэтых. Так. А як вы лічыце? Но тут самое галоўнае, як себе вядзе Зеленскі. Таму што ён такая ўплывовая фігура, вельмі моцная фігура. Ён можа паўплываць на тое, каб Еўропа ўсё ж таки прытрымлівалась той жорсткай пазіцыі адносна Беларусі і России, конечно, по-першае, России, потом Беларуси, для того, как вытаргаваць более как бы прыемныя умовы для дамовы, мирной дамовы. Потому что, по-першае, что цікавіць, конечно, Зеленского, это гарантии бяспекі для Украины. А какие-то гарантии бяспекі могут быть? Межа, конечно. И не вывод российских войск с территории Беларуси, демилитаризация Беларуси. И я мяркую так, что жорсткасць позиции Украины будет стрымліваць Европу у тым, как домовиться по такому американскому треку. Потому что для Европы вельмі важно зараз захаваць моцныя сувязі з Украінай. Нават у нынешніх умовах, ведаеце, такого складаных размоў паміж, напрыклад, Украінай і Польшчай. Усё ж таки генеральны напрамак ён сохраняется, захоўваецца. Апошнія заявы, напрыклад, Наўродскага нам показывае, што стратэгічны напрамак ён захоўваецца. Я маю на увазе падтрымка Украіны супраць Расіі. А падтрымка Украіны супраць Расіі і Беларусі, я думаю, што таксама.
Поэтому наш спадзел на Зеленского, ён не пусты спадзел, ён насамрэч спадзел. Но ўсё ж таки мы павінны разумець, што Зеленскі, па-першае, ставіць для сябе мэту гаранты нацыянальнай бяспекі, украінскай бяспекі. Не могу не закрануть, уже вярнуся трошку до конференции, тым больш мы ўсё ж таки з вами закранули тему, наколькі розняцца падыходы пазіцыі по пэўных пытаннях у беларусаў за мяжой, беларусаў унутры краіны. І тут пазіцыя Віктора Бабарыкі і яго прапанова вось стварэнне яго вот этой сеткі Беларусь Нетворк, ввогуле яго словы про тое, что мы павінны паслухацца, прыпачуць, што хочуць беларусы там і у адпаведнасці з гэтым дзейнічаць. Ну ввогуле, якія у вас эмоцыі і якое бачанне, ці атрымаецца Бабарыку, як ён кажа, заняць сваё месца на палітычным поле? Ну, калі ён будзе прытрымлівацца той мэты, якую ён себе поставіў, я так разумею, что так, у него атрымаецца. У меня другое пытанне до Виктора Дмитриевича. Я протягиваю с ним дискуссию не у негативном сенсе, я не в диспут с ним вступаю, не в спор. Я не со Светланой Тихановской, ни с Бабарыкой не вступаю в спор. Спор у меня только с этими, с пропагандистами, может быть, или там с провластными экспертами. А тут дискуссия, просто меня интересуют следующие вопросы. Ну, во-первых, конечно, вы же видели, да, еще много неясного относительно этой инициативы. Там им надо прояснять вообще какие-то намеки, но мы не можем же обсуждать намеки, послушайте. Вот, это во-первых. Во-вторых, Виктор Дмитриевич, он хорош именно как раз в создании условий. То, что он говорит, создание условий, создание инструмента, да. Это похоже на, извините, это похоже на философию человека, который руководил банком. Банк предоставлял условия, да. Вот, но это мое разумение, да. Это, во-первых. Во-вторых, у меня следующий вопрос. Когда мы с вами создаем инструмент, мы все-таки создаем инструмент для чего-то. Сам по себе инструмент, что это такое? Это первое. Второе. Создание горизонтальных связей. А он говорит опять о горизонтальных связях. Конечно, это все замечательно, прекрасно, это красиво в нынешних условиях там, с вопросами безопасности и так далее и тому подобное. Это может быть связано, хотя я с ним и поспорила. Там есть у него противоречие между этими принципами безопасность и публичность. Либо безопасность, либо публичность. Тут, знаете, КГБ уже далеко ушло в своей работе с трансграничными репрессиями. Но тут самое главное вот в чем. Самое главное заключается в том, что один из основных уроков 2020 года заключается в том, что создание горизонтальных этих самых связей в обществе, горизонтальных организаций, очень многие говорили про горизонтальный протест, не привел к решению главного вопроса. Главная политическая проблема Беларуси — это все еще остается режим. И то, что мы не смогли изменить это, породило то, что и все оставшиеся горизонтальные связи на сегодняшний день разрушены. Поэтому философия горизонтального протеста хорошо тогда, когда существует государство, которое является более гибким и отзывчивым на протесты граждан. Как, например, в Индии, да, то, что мы видели насчет экзамены, ну там, эта история, да, и в конечном итоге министр образования ушел в отставку, и там как бы происходит определенная трансформация. Вот где горизонтальный протест хорош. Горизонтальными протестами изменить вертикальный конфликт нельзя. А у нас с вами, уважаемые, вертикальный конфликт. Вертикальный. По вертикали у нас конфликт. Не по горизонтали. Вот в чем дело. Поэтому Виктор Дмитриевич, когда говорит о создании условий, о соединении белорусов, у тех, у кого есть ресурсы, у тех, у кого ресурсов нет, но есть проекты, это все про горизонтальные связи. Это про все про ОК-16, да? Это все про краудфандинг. Замечательно, прекрасно, вся эта история 2020 года и так далее и тому подобное. Но мы же с вами видим последствия. Если мы не сделаем для себя вывод из этого, нужно и то, и другое, то как бы я не знаю. Если Виктор Дмитриевич все-таки считает, что он хорош в этом, и это его ниша, это одно. Но если он считает, что это является заменой всему, нет.
Нет, нехорошо. Потому что очень много наивных людей, вышедших в 2020 году, а мы почти все были наивны. Ну, может быть, кто-то мудрый, там, Лукашук мудрый, там, еще кто-то мудрый, муж мой, может быть, был мудрым. Я была наивной, да, я считала, что мы сможем все, потому что нас вышло миллионы, да, вот хватит на грабли наступать на эти. Поэтому надо было совершать в первую очередь работу, делать работу над своими ошибками. Не смотреть, кто как плохо себя ведет или у кого что хорошо получается. Это тоже надо было делать. Но первое, с чего надо начинать, это работать над собственными ошибками, которые были совершены в 2020 году. Они, лидеры 2020 года, должны это сделать обязательно, потому что они вели за собой людей, а они ответственны за то, что потом случилось. Это не личная ответственность, не криминальная ответственность, это называется политическая ответственность, социальная ответственность. И, по крайней мере, не делать того же самого опять. Вот о чем идет речь. Поэтому мои вопросы к Виктору Дмитриевичу на сегодняшний день именно в этом заключаются. Именно в этом заключается. То, что его инициатива замечательная, я уверена, что у него получится, к нему потянутся, пойдут люди, его знают, у него замечательный капитал, не только политический, но самое главное, у него капитал менеджерский. Вот, у него команда, я думаю, соберется хорошая, но они не могут заменить горизонтальную структуру вертикальную. А в этом и заключается основная проблема, если мы хотим решить главную политическую проблему. Если они не ставят такой вопрос, супер, они свою нишу занимают, вперед. Что я заўважыў з ваших слоў, вот вы кажаце про тое, что бабарыканцы і асабіста Бабарыка не зрабілі працу над памылками своими. Ну, я не слышала, по крайней мере, возможно, я ошибаюсь. А я колькі не існуе апозіцыя, колькі не існуюць нейкія дзеянні апозіцыі, выбары там і ўсё астатняе, ніколі не чуў про тое, что было зроблена праца над памылками. По выніку выбору 6-го года, по выніку выбору 10-го года і ўсіх астатніх там нейкіх там все казалі, некалі можа быць, мы там у сваіх мемуарах правду раскажем, але праца над памылкамі гэта не мемуары. Ведаеце, я чула працу над памылкамі у Владимира Мацкевича. Он зрабіў ее за нас часткова. Это с моего пункта гледжання, я разумею, чему политики об этом предпочитают не говорить, потому что это все-таки связано с имиджем и с возможной утратой политического капитала и репутации. Но это должны сделать эксперты, а эксперты не должны отсиживаться, а должны идти на конференцию политическую и задавать вопросы, и задавать тон дискуссии. Потому что если этого не сделают эксперты, я вообще не знаю, кто это будет тогда делать. Я политиков понимаю, я очень хорошо их теперь понимаю, потому что я какое-то очень короткое время попыталась встать на их позицию и получила по самое не могу. Я их очень хорошо понимаю, я бесконечно восхищаюсь нашими политиками в изгнании, потому что получать такой прессинг со стороны режима, со стороны хейт, со стороны недоброжелателей в эмиграции, там, обвинения со стороны людей, которые остались внутри страны, они понятия не имеют, с какими сложностями мы здесь сталкиваемся. Конечно, они находятся под прессом государства, страхом и так далее и тому подобное, но это не означает, что их проблемы... наши проблемы по сравнению с их проблемами это ничто. У нас у всех свои серьезные проблемы. В эмиграции все крайне сложно. Все крайне сложно. Из Беларуси это смотрится не так детально, это видно. Не так детально. Принято слушать, как плохо белорусам внутри страны, но не очень принято слушать, как плохо людям в эмиграции. Потому что считается, что мы вырвались в свободный мир, и тут нам все ворота прямо, двери отчинились, и мы тут, значит, только не знаем, как кого правильно попросить. Да. Это вот как раз все эти типичные упреки в адрес Тихановской, они как раз заключаются в этом.
что она чего-то или не видит, или что-то неправильно просит, или вообще забыла про белорусов, или она вот тут вот, как пожарная команда, плохо сработала и так далее и тому подобное. А я хочу сказать, уважаемые слушатели внутри Беларуси, Тихановская, как и Латушка, они являются просителями, причем просители такие, которых все меньше и меньше могут слушать, потому что они не показывают результат. А под результатом подразумевается не хорошее трудоустройство эмигрантов. Под результатом подразумеваются политические изменения в Беларуси. Поэтому одно дело, когда Зеленский просит помощь, человек, который возглавляет страну, который сопротивляется каждый день России, и Тихановская, которая как бы в экзайле, мы все в экзайле, Беларусь стала соучастницей войны, никаких политических изменений в стране нет, а она, ну, как бы она, естественно, она просит за белорусов, она адвокатирует за белорусов, но у нее шансов быть услышанной в 10-100 раз меньше, чем у Зеленского. Точка. Это к вопросу о том, что надо иметь объективную, трезвую картину того, что происходит, а не воображать себе. Чёрт знает что. Вот спадзяюся, что эксперты нам у гэтым дапамогуць. Дзякуй, конечно, Мацкевічу за працу над нашими агульнымі ўсімі памылкамі. Дачакацца б ад яго яшчэ высноваў і падсумаванняў ад гульні Мацкевіча, якая там павінна было все перавернуць с ног на галаву і наблізіць перамогу. Дзякуй вялікі, жарты жартамі, але тым не менш тэмы сапраўды сур'ёзныя, і дзякуй нашай шаноўнай эксперце Розе Турарбекавай за тое, што яна актыўна гэта нам дэманструе і тлумачыць. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.